В нашем театре на сегодняшний день 54 человека из нашего коллектива объявили забастовку мирно, спокойно, в рамках закона, сидят на малой сцене нашего театра и бастуют. Причиной явилось то, что месяцев 9 тому назад пришли представители власти к нам, собрали коллектив и назначили другого директора. Объявили нам, что они проводят некую структуризацию новую и дали нам новый устав, с которым мы до сих пор не знакомы. Дали того директора, который по профилю, по специальности он является музыкантом, дирижером, который к театру как бы косвенно, может быть, имеет отношение, но непосредственного отношения он не имеет. Но причина не в этом. Ту структуризацию, которую они провели, она за эти месяцы продемонстрировала нам, что наша работа, основная работа — это выпуск спектаклей, посещаемость зрителей, реклама и все такое. И это все пошло на убыль. За предыдущее время директорства другого нашего директора бывшего были налажены цеха, наши рабочие цеха, которые обеспечивают одевание костюмами, там, декорации, бутафории и все такое. Цеха были налажены, укомплектованы, специалисты были набраны, те, которые в театре, своя специфика, и поэтому те, которые они не только понимают свою профессию, но понимают атмосферу театра, творческий процесс, и к этому относятся как-то по-особому. Это называется, творческая атмосфера в театре. Вот это все было разрушено. То есть уволены были за период последнего директорства, уволены были более 10 человек, ценных, на наш взгляд, нужных, опытных специалистов. Набраны были люди как бы со стороны, которые мало разбираются в наших проблемах, нашей специфике нашей работы, и эти люди как-то неадекватно себя стали вести. Это все не удовлетворяло нашу труппу. Есть некоторые, которые очень этому рады, потому что у них свои какие-то личные интересы, личные амбиции, но 54 человека, я повторяюсь, объявили недовольство и протест. В связи с этим у нас началась забастовка. Мы обращались к властям по всем, так сказать, важным инстанциям, как президент, парламент, премьер-министр, Министерство культуры. Но в течение 2 недель конкретного, внятного ответа мы не получили. Неоднократно мы обращались за ответом, но они говорят, что над этим вопросом думают, разбираются, изучают и не торопятся с этим. Вместе с тем происходят здесь некоторые неприятные вещи. Нас провоцируют, иногда оскорбляют. Требования бастующих, я хочу сказать, они вполне понятны и просты. То есть мы хотим, чтобы отменили то решение, которое было навязано волевым каким-то решением, эту структуризацию, вернуть нам старый устав, старую структуру нашего театра. Вот наши требования. И избавить нас от лишних людей, которые как-то неправильно себя ведут. Это сегодня ярко выразилось тем, что сегодня произошел инцидент. Пришли сторонники некоего товарища, не хочу называть, потому что это, последствия могут быть нехорошие, но это было спровоцировано специально, устроили с нами скандал, следственные органы в этом разбираются. Вот. До таких инцидентов нас довели. Физическая сила была применена, многим пришлось в это вмешаться. Это очень неприятный факт, что власти вовремя не принимают решения, нужные, чтобы не происходили подобные инциденты. Эти конфликты и народу надоело, и нам надоело.
Но дело в том, что нас не оставляют в покое некоторые заинтересованные лица, которые хотят пользоваться нашим помещением, нашим зданием в личных своих каких-то интересах. А наш коллектив, который бастует, хочет сохранить национальный театр, чтобы он не утратил свое лицо, чтобы он служил абхазскому народу и национальной идее.